эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о темах. Новая эра в борьбе с онкологией. Якутский онкоцентр спасает тысячи жизней. Каких результатов удалось достичь, узнаем подробности. Сегодня по всей России отмечается День ветеранов боевых действий. В Якутске прошли торжественные мероприятия с участием ветеранов, представителей власти и общественности. Валдай выходит на Лену. Современный теплоход начал регулярные рейсы между Якутском и Нижним Бестяхом, обеспечивая быстрые и безопасные перевозки пассажиров. 12 команд, десятки ребят, одно общее стремление к победе. В Якутске открылся 16-й фестиваль «Летний позитив» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Тысячи участников, грандиозная культурная программа. Нерингри готовится к незабываемому эссе Холонхо. Узнаем подробности о подготовке. С 1 июля в России выросли тарифы на ЖКХ в среднем на 11,9%, что превышает показатели прошлых лет – 9,8% в прошлом году и 8,1% в 2023 году. Минстрой указывал, что повышение – это регулярная ежегодная процедура. Индексация проводится в соответствии с уровнем инфляции и на основании показателей, заложенных в прогноз социально-экономического развития России, уточняли в ведомстве. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,92%. Обязать покупать жилье по семейной ипотеке только в регионе проживания заемщика предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас более половины выданных займов по льготной ипотеке пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% ипотеки оформили люди, не проживающие в этих регионах. По словам Матвиенко, заемщики используют ипотеку в инвестиционных целях. Сказано, что Комбин проработает поступившее предложение. Более 9 тысяч законченных случаев лечения, почти 5 тысяч операций, беспрецедентные цифры для Якутской онкологической службы. Таких показателей удалось добиться с момента открытия онкоцентра. Его строительство стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. Он был инициирован президентом Владимиром Путиным. Как появление центра повлияло на жизнь якутян, в следующем сюжете. 3 февраля 2024 года – знаменательная дата для Якутии. В этот день президент России Владимир Путин открыл новый корпус онкологического диспансера. 25 тысяч квадратных метров, 8 операционных. Это один из крупнейших центров по диагностированию и лечению рака на всем Дальнем Востоке. Татьяна Ивановна, удачи. Поздравляю вас. Рак – одно из самых распространенных заболеваний в республике. Сейчас на учете у онколога состоят около 16 тысяч якутян. К счастью, более половины случаев онкозаболеваний теперь выявляют на ранних стадиях. Ведь с вводом центра врачам стали доступны самые современные технологии. А как известно, своевременная диагностика – залог успешного лечения. Сегодня мы имеем все возможности, все виды медицинского оборудования, которые позволяют нам внедрять самые передовые техники хирургического лечения, самые передовые возможности диагностики злокачественных опухолей. И это все существенно повысило доступность онкологической помощи на нашей территории огромной республики в условиях севера. К открытию в диспансер поступило почти 2000 единиц высокотехнологичного оборудования. Впервые в истории якутской онкослужбы появился ангиограф. А таких аппаратов МРТ, как в нашем центре, всего 6 по всей стране. Появились такие возможности оперативные. Это введение химиотерапевтических препаратов через артерию. Идет доступ непосредственно к пораженному органу, допустим, при раке печени, при раке легкого. И все это идет под определенным рентген-контролем и такие мини-инвазивным доступом, при этом при больших опухолях. Теперь пациенты могут обращаться не в федеральные центры, а наблюдаться у специалистов в родной республике. А дома, как говорится, и стены лечат. Вот у меня химиотерапия 6,5 часов. Я прохожу это все в комфортных условиях. И пропадает даже страх вот такой, потому что вот здесь вы сами видите, помещения светлые. Новое здание, насколько я знаю, что оно построено по программе
здравоохранения, национальной программе. Это для нас, вот онкобольных, это действительно подарок. Спасибо в первую очередь нашим врачам, которые спасают нашу жизнь. И, конечно же, Владимиру Владимировичу, благодаря которому вот было построено это здание. Дальше больше. По нацпроекту здравоохранения в Якутии продолжают возводить больницы и поликлиники. В этом году новые медучреждения распахнут двери для жителей Амги, Вилюйска, Нюрбы, Намцев, Майи, Сангара и Нижнего Бестяха. Эржена Гармаева, Элита Махно, Станислав Потапов, Якутск. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Якутии активно помогает защитникам и их семьям. С начала работы принято более 11 500 человек, из них 5 тысяч по целевой категории. Всего поступило более 45 тысяч обращений, из которых решено около 93%. Фонд оказывает техническую реабилитацию 167 инвалидам, включая спортивные протезы и кресла-коляски, а также вводит новое направление – адаптивную одежду. С середины июня организован прием заявлений на денежные выплаты для семей погибших и пропавших без вести. Планируется обеспечить 66 человек. Это в первую очередь инвалиды с паллиативным статусом, инвалиды с ампутацией, передвигающиеся на креслах-колясках с тяжелым нарушением опорно-двигательного аппарата. Всего направлено 18 заявок. В целях адаптации жилых помещений нами оказывается содействие 21 ветерану боевых действий, получившим инвалидность. Одобрены заявки на адаптацию 16 инвалидам. 9 ветеранам боевых действий завершили адаптацию жилого помещения. Еще 7 инвалидам в процессе доставки оборудования и монтажа. В условиях современных вызовов особое внимание уделяется поддержке тем, кто защищает нашу Родину. В Якутии успешно работает центр, где участники специальной военной операции и их семьи проходят комплексную реабилитацию. Подробности в сюжете нашего корреспондента Степана Черненко. В микрорайоне ГРЭС города Якутска расположен Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов. Учреждение занимает 2 здания. Старое, построенное в 1993 году, и новое, введенное в эксплуатацию в 2016. В зависимости от состояния здоровья пациентов их размещают в соответствующих корпусах. Когда поступают, у них бывает такое тревожное состояние, беспокойство, нарушение сна, нарушение когнитивных функций. И в течение 18 дней уже отмечается улучшение общего состояния, нормализуется сон, снимается тревожность. То есть в основном видим положительную динамику. Этот центр стал первым в Якутии, который начал оказывать помощь участникам СВО и членам их семей по восстановлению здоровья. Николай Сивцев пошел служить родине по собственному желанию. За 2 года получил свое уже 4-е ранение и приезжает на реабилитацию во 2-й раз. Душа радуется, что у нас есть такие услуги, можно сказать, да? Программа реабилитации в центре включает индивидуальные консультации психологами, массаж, физиотерапевтические процедуры, эрготерапию и прочие методы восстановления. Пациенты находятся под постоянным контролем специалистов в течение 18 дней. На данный момент реабилитацию уже прошли 457 участников СВО и 437 членов их семей. Ежезаездно мы направляем участника спецвоенной операции на занятия по гидрокинезотерапии в бассейне «Самородок». Мы совместно работаем с Центром занятости и техникумом-интернатом. Они, ведомство, учреждения предоставляют свои повышения квалификации, обучение и трудоустройство. Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов уже показал высокие результаты в реабилитации участников специальной военной операции и будет продолжать свою работу дальше, делая важный вклад в развитие системы социальной поддержки в республике. Степан Черненко, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в России отмечается День ветеранов боевых действий. В этот день участники вооруженных конфликтов встречаются с однополчанами, возлагают цветы к памятникам погибшим воинам и участвуют в торжественных мероприятиях. О том, как отметили День ветеранов боевых действий в Якутске, расскажем в следующем сюжете. Якутия – один из немногих регионов, в которых День ветеранов боевых действий признан на официальном уровне. Бойцы нашей республики всегда славились храбростью и отвагой на полях сражений, будь то Афганистан, Чечня, Сирийская республика или специальная военная операция на Украине. И каждый из них чувствует поддержку родной республики. В советское время было много хорошего, но одно было то, что мы негативно можем вспоминать. Это те знаменитые слова, каким-то чиновникам сказаны, а мы вас туда не посылали.
Вы знаете, сейчас такого быть не может в априори, потому что мы все переживаем. Каждый соучастник, кто-то плетет сети, кто-то помогает чем-то. У меня друг афганец передал вот автомобиль свой, кто-то еще что. Мы все задействованы, мы все сопереживаем, мы все участники вот этого специальной военной операции. Среди тех, кто сегодня отмечает День ветеранов, много совсем еще молодых ребят, которые недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции. И многие из них сегодня впервые отмечают этот день. И главные слова для них – это слова благодарности от людей, которые встречают их на улице. Допустим, мы, получается, уже уезжали с Украины, оттуда с передка, заезжали через Ростов и так далее. Нам люди подходят, говорят, каждый человек подходит, говорит, спасибо вам большое, вне зависимости там, от национальности, то есть там, ну, неважно, там, якут, русский и так далее, да. Нам говорят, подходят, говорят, спасибо вам большое. И, ну, постоянно вот всем говорят, ну, когда вот ходишь в форме обычно, да, все говорят, типа, вот спасибо вам большое, то, что вот, как бы вы есть. Если вас бы не было, говорит, кто бы защищал бы, говорит. Конечно же, в этот день ветераны вспоминают тех, кого уже нет с нами в строю. Тех, кто отдал свои жизни за правое дело. К сожалению, нас покинуло очень много хороших ребят. Всегда их будем помнить. И такое мероприятие, конечно, тоже надо обязательно отдать дань уважения ребятам, которые в данное время сейчас находятся на фронте, которым сейчас непросто. Но мы здесь, которые уже... Кто ушел в запас, кто по ранению, кто уже закончил свой контракт, который находится сейчас на гражданке, так скажем, что всегда будем помнить о ребятах, которые защищали свою родину. В честь Дня ветеранов сегодня были вручены государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции. Добрыми словами вспоминали тех, кто прошел Афганистан, Северный Кавказ, Сирию и другие горячие точки по всей планете. И все речи заканчиваются одним самым важным словосочетанием – победа будет за нами. Александр Хавренко, Семен Семенов, Виктор Дьяконов, Якутск. Впервые теплоход «Валдай» начал курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Современное и комфортабельное судно обеспечивает безопасные и быстрые перевозки, что особенно актуально, учитывая популярность направления. Подробности расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Новый современный теплоход «Валдай» пришел на смену скоростным советским «Метеорам». Спроектировано судно в Нижнем Новгороде по лекалам надежного предшественника. Сюда, в Якутию, теплоход был завезен еще в 2021 году. С тех пор оно зарекомендовало себя как надежная альтернатива небольших катеров. Как отмечает капитан судна Василий Герасимов, еще ни разу со времен эксплуатации «Валдая» на теплоходе не возникало внештатных ситуаций. Может эксплуатироваться от верховьев реки Лены до широты и долготы 66-30 мыса Графена. Так практики Якутск-Сангары ходили, от Якутска до Витима бегали. При этом катер может развить скорость до 70 км в час. Таким образом, время в пути с Якутска до Нижнего Бестяха и наоборот может составлять порядка 25-30 минут. А стоимость проезда обойдется пассажирам в 700 рублей. Субсидий на это судно не предусмотрено, предупреждают в региональном Минтрансе. Действительно, по сравнению с прошлым годом чувствуется нехватка финансирования, поэтому принципиально для себя приняли решение, что субсидированные рейсы в определенном ограниченном количестве есть, и часть перевозок выполняется коммерческими перевозками. Есть и другие нововведения. С этого года купить билет на «Валдай» можно будет только через терминал, установленный на причале. Но учтите, что будет очередь. Направление очень популярно. Да и больше 45 билетов на одно время терминал все равно не продаст. Иначе на судне не хватит места для пассажиров. Ну зачем стоять в долгой очереди для того, чтобы просто купить билет, да еще и с риском не попасть на судно? Ведь сделать это можно онлайн. С этого года по маршруту Якутск, Нижний Бестях и Якутск на катере «Валдай» билеты можно приобрести через приложение Multitix. Делается это максимально просто. Заходите, регистрируйтесь, выбираете время и маршрут, а также сколько мест вам нужно. И покупаете билет, а при входе потом просто демонстрируете QR-код. Вот и все. Во-первых, это учет и контроль. Во-вторых, выдается билет фискализированный. Вот. Для нас это статистика, сколько пассажиров мы перевозим. Вот. Это удобство.
В день Валдай совершает по 5 поездок туда и обратно. В нем все удобства, в том числе и для маломобильных граждан. И при этом сегодня во флоте республики всего 2 таких теплохода. Правда, в следующем году правительство планирует закупить еще один – современный «Метеор». По каким маршрутам будет следовать он, пока неизвестно. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутске состоится 8-й международный кинофестиваль с 4 по 8 июля. В этом году ожидаются участники из 7 стран с 10 киноработами, как Китай, США, Франция и другие. Известно, что Россию будут представлять 2 фильма, один из которых якутский. Подробности смотрите в следующем сюжете. Фестиваль, проводимый с 2011 года, станет значимым событием для любителей и знатоков киноиндустрии. Проведение такого масштабного мероприятия демонстрирует развитие кино в Якутии. Сегодня якутское кино находится на определенном этапе своего развития. Сегодня мы именно на том этапе, когда мы по-настоящему должны превратиться в креативную индустрию, в киноиндустрию. И кино, как мы все знаем, является одним из приоритетных направлений креативной индустрии и креативной экономики в целом. Приглашаем на наш праздник. Наш фестиваль начинается он с 4 июля. Открытие у нас будет, да, и 8-го закрытие. Красная дорожка будет 4 июля в 17:00 возле Саха-театра на площади Орджоникидзе. Всех ждем с нетерпением. С праздником ИСЭХа всех и с праздником кино. В этом году ожидаются участники из 7 стран с 10 киноработами. Это Китай, США, Франция, Бразилия и другие. Кинематографисты России и разных стран представят фильмы, затрагивающие вопросы гармоничного существования человека и окружающей среды, сохранения традиций и культурного наследия. В этом году проводится 8-й Якутский международный кинофестиваль. Мы в этом году решили сделать так, как хотим утвердить этот фестиваль, да, а уже последующие фестивали будут проходить уже через год. Вот. И в этом году появился новый символ кинофестиваля – это девушка в снежных очках. На фестивале отметят лучшие кинокартины и лучших актеров. Фильм Михаила Лукачевского «Триумф» является номинантом. Эта картина повествует об истории восхождения на Олимп якутских борцов. «Триумф» показывали на Большом кинофестивале российского кино на родине Болливуда Мумбаи и столице Индии в Нью-Дели. Кино в мире, в России, в фестивалях очень хорошо ценится, потому что тут есть авторы, тут есть мнения, тут есть какие-то мысли, вот, поэтому оно интереснее получается, вот, чем просто вот попкорн, попсовое кино, да, вот. Поэтому сейчас у нас очень хорошие режиссеры есть в Якутии, появляются молодые ребята с хорошими видениями, поэтому дай Бог, чтобы их было больше. Якутский международный кинофестиваль продолжает играть важную роль в развитии якутского кинематографа и укреплении его позиций на мировой арене. Организаторы составили программу различных спецпоказов, в которую вошли самые яркие и обсуждаемые фильмы последних лет. Милена Андреева, Семен Семенов, Якутск. Покататься на велосипеде может начать каждый. С такой идеей якутский рационализатор Николай Кудрин еще зимой прошлого года собрал у себя 3 специальных трехколесных велосипеда. Подробнее об их сборке и пользе узнавал наш корреспондент Тимур Колмогоров. Николай Кудрин на протяжении 20 лет был учителем конструирования во Дворце детского творчества. Вместе с детьми он собирал множество различных конструкций, среди которых были и велосипеды. На заслуженном отдыхе Николай не оставил своих старых привычек собирать и изобретать что-то своими руками. Нынче тоже зимой, как говорят, кутоп сани летом, а велосипеды зимой летятся. Вот создал 3 трехколесных велосипеда, называется обратный трек. Обычно трек бывает, когда 2 колеса задние приводные. А тут получается на 2 колеса передние управляемые, а привод сзади один. В конструкции велосипедов Николай использовал как металлические, так и деревянные детали. Особенностью их сборки стало отсутствие какой-либо сварки. Вся конструкция держится на различных крепежах с удачным применением инженерных решений. Строгать не надо, отрезал, отпилил, просверлился хорошо, просверлил и винтами, мебельными винтами, болтиками вот так закрепил. Тут треугольник, вот, самая устойчивая фигура с геометрией, с физикой, ребята знают. И она не даст вот так
упасть велосипеду. Легкость и экологичность, а самое главное – простота сборки и простота езды на нем. Его собрать можно практически из самых подручных материалов. И ездить на нем может буквально каждый, даже тот, который не прикасался к велосипеду. Ну, у меня цель такая, чтобы вот конструкцию я упрощаю максимально, потому что люди повторяли за мной. Вот увидели, сфотали, или на видео сняли, потом дома пришли и могли бы собрать. В тестировании получившихся изобретений ему помогают его внуки, а также его ученики. Мне бы хотелось добавить то, что он достаточно творческая личность, придумывает всякие изобретения. Ну. Очень интересно вот помогать дедушке и даже самим делать. Довольно легко получалось под его руководством. В дальнейшем также хочется ему помогать и также даже самим, даже без помощи, дальше трудом и усилиями творить. Созданием велосипедов дело не ограничивается. Николай Кудвин не упускает возможности научить других кататься на своих изобретениях. Мастер говорит, что кататься можно научиться так же легко, как и научиться собирать такой велосипед своими руками. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. В Якутске открылся 16-й фестиваль «Летний позитив», направленный на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами мероприятий выступают инспекторы по делам несовершеннолетних отделов полиции. Фестиваль продлится до 25 июля и включает 7 этапов, которые проходят по вторникам и четвергам на спортивной площадке школы номер 2. В программу входят спортивные соревнования, велоэстафеты, танцевальные батлы и военно-спортивные игры. Сейчас в фестивале участвуют 12 команд, состоящих из детей из Якутска, Жатая, детского подросткового центра, а также состоящих на учете ПДН. Проект он был основан, и инициатором является наш директор Наталья Николаевна Петрова, которая пришла идея именно вот в летнее время каникулярное, да, чем бы занять наших ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Основная цель фестиваля – это чтобы ребята у нас, мы этим фестивалем пропагандируем здоровый образ жизни, мы пропагандируем, что ребята у нас на виду. В дни проведения Исэхолонхо в Нерюнгри временно заглушат мобильный интернет. Ограничения не скажутся на звонках и СМС. Дополнительные меры примут для обеспечения безопасности и предотвращения возможных угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Власти Нерюнгринского улуса рекомендуют участникам и гостям мероприятия брать с собой наличные деньги для покупок. Напоминаем, что Исэхолонхо пройдет с 3 по 5 июля. Это однозначно ни в коем случае не должно испортить праздник. Я уверен, что все наши гости с пониманием отнесутся к этим мерам предосторожности. И могу только рекомендовать людям, берите с собой уже, может быть, немножко подзабытые истории с наличными деньгами в том числе. И еще раз хочу напомнить, что посещение Исэхолонхо, размещение на трибунах – это абсолютно бесплатная опция и вход свободный. Никаких особых приглашений не будет. Поэтому добро пожаловать в местность Астах на Исэхолонхо 2025 в городе Нерюнгри. В Нерюнгринском районе национальный праздник будет проводиться впервые. На площадках Исэхолонхо будут представлены истории и традиции многонациональной земли с древних времен до наших дней. Ну а пока там проходят репетиции культурных программ. Подробности у наших коллег. Тысячи людей задействованы в проведении грандиозного национального праздника под девизом «Пока стоят священные горы, мир не рухнет». Репетиции культурной программы начались с 24 июня. Сейчас идет активная фаза подготовки торжественных церемоний открытия и закрытия Исэха. Работа ведется под руководством республиканской режиссера-постановочной группы совместно с администрацией района и города, предприятиями и учреждениями. Это наш совместный проект с театром коренных малочисленных народов и театра Лонхо. Спектакль, он отличается тем, что он проходит чисто на эвенкийском языке. Конечно, у нас есть перевод. Впервые здесь в спектакле услышатся народные мотивы песнопения. Ну и, конечно же, профессионалы своего дела исполняют и самобытные танцы. И вот в целом спектакль, он получается очень интересным. У нас он называется «Крылья судьбы».
по мотивам эпоса Нимгакан «Шестикосая Нюмгурнук». Особое внимание уделяется вовлечению жителей района в ознакомление с богатством и многообразием культурных традиций региона. В церемониях открытия и закрытия праздника примут участие 1500 человек, в том числе 250 профессиональных артистов, лучшие самодеятельные коллективы республики и люди, профессионально не связанные с культурой, представители трудовых коллективов. Сотрудники разных организаций города участвуют, это женщины, абсолютно добровольно по призыву сердца. Мы будем танцевать, нас 200 человек, мы будем танцевать танец с чиронами и будем танцевать танец женщины Дымакуры. Мы будем освещать, открывать праздник, мы будем освещать эту площадь. Праздник состоится в местности Таастах. На 19 площадках будут проходить различные мероприятия. Культурная программа эссе Халанхо обещает стать незабываемым событием для жителей и гостей столицы Южной Якутии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну, я с вами прощаюсь. До встречи.